Квадратные метры за счет государства. В Сибае 12 молодых семей получили сертификаты на социальную выплату. Как использовать льготы? В городе началась рассылка физическим лицам налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2016 год. Там закаляется сталь и куется железо горнорудного промысла. Наши корреспонденты побывали на ремонтно-механическом заводе комбината. А теперь об этом и другом более подробно в эфире новости. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Более 10 семей Сибая в ближайшем времени смогут улучшить свои жилищные условия. Сегодня в администрации города состоялось вручение сертификатов на социальную выплату при рождении ребенка. Суммы сертификатов разнятся и зависят от количества детей в семье, родившихся согласно требованиям программы до 31 декабря 2015 года. С самого утра в кабинете первого заместителя главы администрации Сибая Альфата Сафина слышались не деловые переговоры, а детский лепет и смех. Вместе со своими родителями сюда пришли детишки. Те самые, рожденные до 31 декабря 2015 года, благодаря которым их семьи смогли претендовать на участие в республиканской программе государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сегодняшний день в очереди по Сибаю 80 семей. Заветные сертификаты на социальную выплату в этом году получают чуть больше 10. Вначале было 11 семей, но после перераспределения денежных средств между районами, то есть нам еще один сертификат предоставили. То есть вместо 11 в этом году мы будем вручать 12. И будем ждать следующего списка уже на 2018 год. В 2018 году также будем вручать данные сертификаты молодым семьям. Социальная выплата предоставляется молодым семьям на погашение основной суммы долга и уплату процентов по договорам об улучшении жилищных условий. Объем выплаты зависит от количества рожденных или усыновленных детей до 31 декабря 2015 года включительно. Так, при рождении первого ребенка государство компенсирует стоимость 8 квадратных метров, при рождении второго – 12 квадратных метров, за третьего и последующих детей в семье – 16 квадратных метров. На днях нашей семье исполнилось 5 лет. Мы собрали документы, встали в очередь, не поленились, как некоторые. Собрали документы, в принципе, нас заняло всего лишь 2 дня. Встали в очередь, и вот у нас родился старший сын, и мы уже попали автоматически под программу списания квадратных метров при ипотеке. Вот простояли ровно 4 года, и сегодня нам выдали сертификат. Очень хорошая помощь от государства. Мы этого очень долго ждали. Спасибо большое. Мы очень рады. Наша семья создалась в 2010 году. На данный момент у нас 2 детей. И мы встали в очередь 4 года назад. И вот сегодня мы получили сертификат на погашение ипотеки. Очень рады мы при получении этого сертификата. Мы сейчас закроем остаток, получается, своего кредита и будем жить счастливо, долго. Как отмечают специалисты, за счет средств, выделяемых республиканским бюджетом на реализацию программы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ежегодно погасить ипотеку могут около 12 сибайских семей. Несмотря на то, что сроки программы были намечены на 2011-2015 годы, средства выделяются, и очередь нуждающихся постепенно становится меньше. Лиана Кириллова, Ниасмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина для службы новостей. Налоговая инспекция начала рассылку уведомлений для оплаты имущественного налога за 2016 год. Напомним, что физические лица, которые подключены к сервису «Личный кабинет», отныне все извещения получают только по интернету, без бумажной копии. В связи с началом рассылки у населения появляется много вопросов, в том числе и об использовании налоговых льгот. Подробнее об этом в специальном интервью в нашей программе. На сайте ФНС России опубликован топ-10 вопросов и ответов об использовании налоговых льгот в связи с началом рассылки физическим лицам налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2016 год. В частности, один из самых популярных вопросов – насколько квартира может распространяться льготы по налогу на имущество. Льгота позволяет не платить налог по имуществу только в отношении одного объекта,
по выбору налогоплательщика, то есть от налога освобождается только одна квартира собственности льготника. Кроме того, объект не должен использоваться в предпринимательской деятельности. Дополнительные льготы могут устанавливаться нормативными актами представительных органов муниципальных образований. С информацией о муниципальных актах о налоговых льготах можно узнать в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Ежегодно подтверждать налоговую льготу не нужно, если в заявлении на льготу налогоплательщик не указал на ограничения по периоду ее применения, то она будет применяться налоговым органом без ограничения действия. Если же у льготника несколько объектов, которые могут быть освобождены от налога на имущество, но он не подал соответствующее заявление и не выбрал объект, то налоговый орган автоматически предоставит льготы по объекту с максимальной суммой налога. С полным перечнем вопросов и разъяснений можно ознакомиться в рубрике «Часто задаваемые вопросы», выбрав тематику «Налог на имущество». Горнодобывающее производство, которое для нашего города является градообразующим, ежегодно переживает внедрение новых современных технологий. Обслуживание и поддержание работоспособности оборудования на объектах – ответственная задача, которая отводится крупным структурным предприятиям. В их числе Сибайский ремонтно-механический завод, который занимается обслуживанием технической базы Сибайского филиала Учелинского горного обогатительного комбината вот уже более 55 лет. В преддверии Дня шахтера мой коллега Ренат Музафаров побывал там, где закаляется сталь и куется железо горнорудного промысла. Ремонтно-механический завод – предприятие, специализирующееся на изготовлении запасных частей, ремонте узлов и агрегатов оборудования, использующегося на горно-обогатительных комбинатах. Производственная база Сибайского предприятия представляет собой комплекс компактно расположенных цехов, в состав которых входит участок литейного производства, участок по производству кислорода, станочный, электроремонтный и участок, предназначенный для ремонта горно-шахтового оборудования. Появившись в 1960 году как структурное подразделение Башкирского медно-серного комбината, в 2010 году Сибайскому РМЗ довелось пережить реорганизацию, в результате которой предприятие перешло в разряд коммерческой организации. Обслуживание технической базы Сибайского комбината по сей день составляет основной производственный объем предприятия. Однако, получив юридическую автономность, компания смогла значительно расширить географию клиентской базы. На сегодняшний день мы обслуживаем фактически не только Сибайский комбинат, но и Учелинский ГОК. И к нам обращаются предприятия другие, входящие в состав Уральской горно-металлургической компании. Ну вот свежий пример. Урупский ГОК к нам обращался за ремонтом электродвигателей. Если кто не знает, Урупский ГОК расположен в Карачаево-Черкесии. То есть на машине доехать это 2500 километров. Положение дел в 2010 году, когда производство получило коммерческий статус, обнаружило ряд серьезных проблем, существующих на предприятии. Выходу на конкурентные производственные мощности заводу препятствовала не только морально устаревшая техническая база, но и в первую очередь несоответствие требованиям условий труда на рабочем месте. В результате вливания 26 миллионов первый год предприятие обзавелось современной системой газового отопления, освещения и воздухоснабжения. Сегодня коллектив ремонтно-механического завода в состоянии удовлетворить практически любые запросы своих заказчиков. Квалификация специалистов позволяет решать задачи повышенной сложности, вплоть до разработки конструкторской технологической документации по изношенной или утерянной оригинальной детали. А в результате модернизации технической базы предприятие ежегодно расширяет диапазон производственных операций. Реалии таковы, что оборудование, которое используется горняками и обогатителями, оно становится все сложнее и сложнее. Подземная техника приобретается у европейских производителей под производственными мощностями, которыми обладал ремонтно-механический завод раньше, справиться с нуждами комбината на сегодняшний день просто невозможно. Поэтому на сегодняшний день достаточно остро встает вопрос о модернизации предприятия. Комплексная модернизация, на сегодня, конечно, это задача трудновыполнимая. Это достаточно большие финансовые вложения. А вот такая точечная, чтобы решать конкретные проблемы, на сегодня мы это реализуем. В
Таким образом, еще год назад для изготовления заготовок из цельнолистового куска металла приходилось применять ручной труд электрогазосварщиков. Сегодня же техническая база предприятия располагает современным станком плазменной резки, адаптированным для серийного производства. В подобной точной модернизации, как отмечает руководство предприятия, нуждается значительная часть всех станков, составляющих техническую базу. Провести большинство реставрационных операций возможно средствами самого завода. Для этого, говорят специалисты, требуется ввести в эксплуатацию промышленный фрезерный станок, простаивающий последние десятилетия. Таких станков было выпущено всего 6 штук. Они разошлись по Советскому Союзу. Они были тогда уже оснащены числовым программным управлением. За те годы, которые прошли после этого, все, что какая была там начинка, она морально, физически все устарело, станок довольно-таки долгое время простаивал. Модернизацией оборудования занимается белорусская фирма «Корп». Работа проводится в несколько этапов. Так, с начала 2016 года капитальной ревизии была подвержена гидравлическая и электрическая система станка. Сегодня специалисты из ближнего зарубежья внедряют современную систему числового управления. С начала 2017 года на эти нужды было освоено более 7 миллионов рублей. Вообще, средства на модернизацию технической базы предприятия являются приоритетной статьей расходов предприятия и отвечает стратегическим целям по укреплению позиций на рынке. Сегодня ежемесячный объем производства в денежном эквиваленте около 16 миллионов рублей. Норма прибыли из этих средств, согласно предоставленным данным, составляет порядка 5%. РМЗ продолжает планомерно расти и остается главным техническим центром горно-обогатительной промышленности Зауралья. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Я прощаюсь с вами, удачи и только хороших новостей. Увидимся.